Доброе утро, дорогая республика! На календаре 2 августа. И сегодня это утро встречаю с вами я, Дарья Анкехова. Долгожданное наше лето 2021 года в самом разгаре. И действительно, сегодня второй день крайнего месяца этого лета. Конечно, сегодня нас ждет очень много интересных новостей, актуальные все подробности. Все узнаем прямо сегодня. Рабочая неделя началась. И, конечно же, у нас сегодня будут в гостях интересные люди. Хотелось бы напомнить вам о том, что мы работаем в прямом эфире и, конечно же, мы ждем обратной связи от вас. Для этого у нас есть WhatsApp номер. Его вы видите прямо сейчас на экранах. Я могу вам его продублировать. 8 914 2 73 44 88. Туда вы можете отправлять свои утренние приветы, возможно, поздравления. Успевайте, потому что у вас есть всего лишь час на то, чтобы начать это утро с позитивных эмоций. Далее мы напоминаем вам о том, что у нас работает Инстаграм-страница. Туда вы можете написать свои также приветы, возможно, передать какие-то эмоции, либо вы можете посмотреть то, что было в наших эфирах, поставьте лайки, подпишитесь. В общем-то, мы всегда рады наших зрителей. Ну а если вы вдруг пропустили наш эфир, все эфиры у нас есть на YouTube-канале. Итак, самое время начать наш эфир. Какой будет погода на целый месяц? Доставать ли нам уже зонтики, либо все-таки солнечные очки и панама еще пригодятся? Конечно, за весь месяц прогноз мы дать не можем, ну а что, какая погода будет сегодня, мы узнаем прямо сейчас. В центральных районах температура воздуха в 6 часов утра была на отметке 14 градусов тепла. В заречной группе районов 18-10, в южных районах 12-11 выше 0. В Вилюйской группе 14-10 градусов со знаком плюс, в Нижнеленских 19-14, в западных районах 18-12 градусов тепла, в Колымо-Индигирской группе улусов 7-2 градуса со знаком плюс, в Янских районах 11-9, на северо-западе 10 градусов тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 15 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Дым. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до 30 градусов тепла. Самое время проснуться, и, конечно, в этом нам помогут те самые новости. И Кристина Якупова готова рассказать нам о том, что же происходит в нашей республике и за ее пределами. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию короткий дайджест новостей на сегодня. Пожилые россияне, которые работали в прошлом году, получат более высокие пенсии после ежегодного перерасчета. Он коснулся тех, кто получает страховые пенсии по старости или инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Также пересчитали пенсии россиянам, которые получают пенсии по потере кормильца, если к моменту смерти в 2020 году он имел работу. Единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей начнутся с сегодняшнего дня. Ранее начало выплат планировалось на 16 августа. Однако президент страны Владимир Путин поручил осуществить эту меру поддержки досрочно. Портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомление 12,5 миллионам родителей, которые имеют право на получение выплаты. Пользователи, которые не отправляли ранее заявление и не получили уведомления, могут заполнить заявление самостоятельно. Антиковидные меры для школ сохранятся в новом учебном году, а именно минимизировать контакты внутри школы, сокращать количество учеников в классе, закреплять за каждым классом один кабинет для занятий, посещать столовую по графику, изолировать школьников с признаками ОРВИ. За занятия спортом можно будет получить налоговый вычет. Государство вернет гражданам 13% с расходов. Соответствующие поправки вступили в закон накануне. Получить деньги можно будет за абонементы, оплаченные с 1 января 2022 года. Максимальная сумма 120 тысяч рублей в год, то есть на руки человеку вернется 15 600 рублей. Вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.
К этой минуте у меня все новости. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо большое, Кристина. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Наверняка многие из вас мечтали начать свое утро с такой зарядки, при которой даже вставать с кровати не надо. Мы вас услышали. Внимание на экран. Доброе утро! Сегодня я вас познакомлю с направлением йога. Не вставая с кровати, мы с вами сделаем следующие асаны. Асаны – это у нас упражнения. Мы с вами удобно садимся, так, чтобы было бы вам комфортно. Выпрямляем нашу спину и, самое главное, мы расправляем наши плечи. Левую руку мы с вами отводим в сторону, и правая наша рука тянется в сторону. Таким образом мы вытягиваем боковые наши мышцы. Переходим в центр, опускаем руку, переходим на другую сторону. И таким образом мы с вами вытягиваем наши обе стороны. Сделайте такое количество, сколько вам комфортно. Можно сделать и 6 раз, и 8 раз, сколько вам позволяет ваше время. Теперь мы снова тянемся вверх. Таким образом мы растягиваем наш позвоночник. Макушкой вытягиваемся вверх, кончики пальцев сильные. Теперь мы с вами медленно опускаемся вперед, так, чтобы разгрузить наш поясничный отдел и, самое главное, разгрузить нашу спину от напряжения. Медленно тянем на себя пальцы и позвонок за позвонком себя возвращаем. Наша спина ровная. Теперь мы с вами раскрываем наш грудной отдел. Мы с вами чувствуем, особенно после рабочего дня, как спина устает. Мы переносим руки за спину, так, чтобы пальцы смотрели вовнутрь. Мы раскрываем с вами мышцы грудного отдела и чакра наша сердечная. Мы с вами прижимаем подбородок к гортани, плечи у нас натягиваем вовнутрь и расслабляем. Снова исходное положение, выдох. Снова мы с вами поднимаем грудной отдел, подбородок тянем к гортани. Смотрим на потолок, выдох. Теперь мы с вами возвращаемся в исходное положение, сплетаем наши руки по центру. Мы с вами будем прорабатывать мышцы в области лопаток. Медленно поднимаем, опускаем. Взгляд вовнутрь, можем закрыть глаза. Делайте тоже то количество, которое вам удобно. Раскрываете, лопатки стягиваете и обязательно делаете с другой стороны для выравнивания. Снова закрываете глаза и поднимаете, опускаете. Вверх вдох, выдох. Теперь мы с вами переходим к позе дерева. Позу дерева мы можем тоже делать очень удобно в положении сидя. Руки также поднимаем вверх, плечи не поднимаем. Опускаемся медленно к ноге и мягко вытягиваем мышцы. Также медленно возвращаетесь, и все то же самое мы повторяем с другой стороны. Соединяем ноги вместе, и мы с вами переходим на асану лодки. Называется она навасана. Мы с вами немного округляем плечи, выпрямляем ноги до конца, положение рук не меняем. Опускаем медленно, фокусируемся полностью в область пупка. Мышцы работают и опускаемся. Положение сидя посоха дает нам прочувствовать наш позвоночник. Теперь мы садимся в удобное положение и с вами переходим на гармонизацию женской и мужской энергии в мудре намасте. Желаю вам прекрасного дня. И самое главное – это космическая энергия. Намасте. Вот такая замечательная утренняя зарядка. И действительно, йога сейчас настолько популярна, и многие люди действительно нашли в ней себя, свою духовную составляющую, поэтому я думаю, именно такая зарядка будет по душе многим нашим телезрителям. Ну а мы продолжаем.
2 августа 1930 года на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности, связанные с быстрым охватом противников по воздуху. И сегодня мы поздравляем тех самых людей, кто причастен к этой замечательной профессии. Именно этот день является днем основания воздушно-десантных войск. 2 августа. Многие, наверное, из вас знают этот день не понаслышке, потому что действительно это очень такие массовые, красивые, активные мероприятия проходят в течение всего дня. Какими еще событиями отметился сегодняшний день в истории, узнаем прямо сейчас. На календаре 2 августа. В этот день отмечают день рождения почтового ящика, день сидения на подоконниках, день ивенкийской природы, день сэндвич-мороженого и день книжки-раскраски. Свой профессиональный праздник отмечают служащие воздушно-десантных войск. К торжествам присоединяются вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Праздник приурочен ко дню рождения десантных войск 2 августа 1930 года. По народному календарю в этот день христиане почитают память пророка Илии. В этот день принято устраивать семейные обеды и кормить малоимущих. В этот день нельзя работать в поле и по хозяйству. Запрещается купаться в водоемах, стоять под деревом, кричать, бегать, петь. Считается, что в человека, который нарушит запреты, может попасть молния. В этот день заканчивается лето. Если в этот день сухо, то 6 недель будет сухо. Если в этот день идет дождь, то идти ему еще 6 недель. События в этот день. В этот день был открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. В 1995 году – день создания русского радио. В 2007 году на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещен российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям. Самуэл ван Хокстраттен – голландский художник, график, теоретик искусства. Мирна Лой – американская актриса, обладательница премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Леонид Линник – советский и украинский офтальмолог, автор лазерной медицинской технологии, доктор медицинских наук. Валерий Быковский – советский летчик-космонавт номер 5, дважды Герой Советского Союза, совершивший 3 полета в космос общей продолжительностью 20 суток, 17 часов, 47 минут и 21 секунду. Георгий Мовсисян – советский российский композитор-песенник, заслуженный деятель искусства России, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Тихон, Теодор, Сергей, Савва, Петр, Николай, Леонтий, Кузьма, Константин, Илья, Иван, Ибрагим, Ефим, Егор, Георгий, Афанасий, Алексей, Александр, Аарон. Ну и, конечно, мы не могли сегодня не пригласить в студию виновников этого торжества Дня ВДВ. И это те ребята, которые носили и носят те самые голубые береты. Позвольте представить их. Ближе ко мне находится Денис Кондратьев, а также Сафрон Пономарев. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, давайте немножко окунемся в историю. Позвольте сначала, конечно, поздравить вас от лица всей республики. Давайте все-таки вспомним, как вы попали в десант, где проходила ваша служба и почему вот именно ВДВ стало для вас уже, я вижу, как смыслом жизни. Ну, получается, мы когда с Якутска привезли нас в Хабаровск, Волочаевский городок, вышел капитан, статный такой, высокий, в голубом берете, подошел и спросил, ну, кто хочет служить в спецназе, в разведке? Ну, у нас ребят мало кто отозвался, получается, я еще 2 человека. Пошли на спортгородок, побежали, попрыгали, побегали, нас забрали, ну, как-то вот так я и столкнулся с ВДВ. А у Сафрона как? Ну, меня вот из РСП меня направили в Каштаг, учебный, ну, такой. Там приходил, у меня майор такой Шестаков звали, он пришел, и именно почему-то меня выбрали. Ну, там якутов примерно 60 человек было. Меня одного в Тульскую область я попал. Ну вот, а на тот момент вы уже понимали, что это такое гордое
значит, звание ВДВ? Или все-таки вы еще не понимали, куда вас отправляют? Или желание было, вот вы испугались, или все-таки вы обрадовались этой новости? Ну, больше обрадовались. Обрадовались. Конечно, вот это ВДВ элита самая Мгм. служить. Честь была, конечно, но когда мне сказали, попадайте в ВДВ, это, во-первых, как все равно смотрят здоровье, физическую подготовку, какое там образование. Ну и давайте тогда поговорим о том, как проходила ваша служба. Вот самое главное, какие качества вы приобрели во время именно вашей службы и которые помогают вам сейчас вообще по жизни? Ну, знаете, у разведчиков такой, у десантников есть такой непреклонный девиз. Наступай бегом. Не можешь наступать, наступай ползком. Не можешь ползти, лежи в сторону противника. Так что вот упорство, настойчивость, выдержка, ну и очень хорошо сила воли помогает. Десантники, большинство, все десантники, такие с характерами, не слабые же мужики попадают туда. И Маргелов Василий Филиппович сказал, десантник должен стоять на ногах. Ну, десантники все, мы, например, все сплоченные, все дружим, стараемся заниматься всеми. Вот так. Ну вот вы не зря упомянули, что вы как одна большая семья. И вот в праздничный день вы активно занимаетесь общественной деятельностью, акциями различными, да? И что ждет нас в этом году? Ну, получается, у нас ежегодные акции проходят, да, 2 августа. Мы его негласно называем «Десант добра». Что в себя включает? Уборка, вот иной раз мы собираемся, уборка придомовой территории, то есть маршрут, который мы хотим пройти, да, собрать коробку, мы этот маршрут перед тем, как пройти, сначала убираем. Также малоимущим семьям развозим подарки, деньги, одежду, ну, по мере возможности. И у нас вот по Сереградскому шоссе есть лагерь «Берегиня». Мы каждый год к ним, они уже Ждут, да? Да, ждут каждый год. Они все знают, что придут десантники. Там мы несколько номеров концерта, песни десантские поем. Всем детям даем подарки. Например, ну, продукты, одежда. И обязательно мы покупаем билеты на фильмы, мультики. Дети вообще, Рады, да? да, конечно, рады и благодарят с нами. Некоторые пацаны, мы хотим тоже десантниками стать. Глядя на вас, да? Да. Ну, конечно, увидеть, да, такого большого дяденьку в форме, с медалями, конечно, наверное, многие из них именно на вашем примере потом уже хотят пойти именно десантники, да? А вот скажите честно, в этих мероприятиях участвует много вот молодых именно десантников, тех самых дембелей, или больше все-таки уже люди, которые прошли большой путь и... Все десантники, все десантники. Там мы никогда не разделяемся, там молодежь, старый, ветеран. Мы все сплоченные, все вот сплоченно общаемся и все сплоченно собираем, как что надо делать, и вот все дружно делаем. Ну хорошо, перейдем к таким стереотипам, да, ну вот все считают, что 2 августа нужно не выходить на улицу и стараться как-то держаться подальше, потому что это очень большие шумные компании, которые ведут себя немножко там как-то вот кричат, ругаются и так далее. И ходят такими большими толпами по городу, купаются в тех самых фонтанах. Как вы относитесь к этому стереотипу и, честно скажите, шалили так когда-нибудь? Я вот, когда пришел из армии, десантник это порядочный мужик. Никогда в фонтанах нет. Не ломали кирпичи, не ломали... Если десантник порядочный, он никогда так не сделает. Это вот, например, ну как скажем, грубо, если такие непонимания идут, ну, может быть. А так, в основном молодежь, молодые десантники слушаются старших. Как старшие скажут, так и будет.
Понимаете, день 2 августа для вот моего поколения, да, ребят, кто служил 2002-2004 год, старшее поколение, вот, Сафрона, для нас это как бы не такой, не то чтобы праздник, а как бы день памяти в основном идет. Потому что мы прекрасно понимаем, какой путь прошли именно войска десантные, с чего это все начиналось, чем это все закончилось, что это сейчас в данный момент вылилось и что может быть дальше. Понимаете? Так что для нас это как день памяти, день отдать, сказать, вспомнить ребят, вспомнить, опять же, Маргелова Василия Филипповича, спасибо ему сказать за это. Потому что, ну, как-то так. А стереотипы по поводу того, что головой в кирпич или там об голову бутылку бить. Ну, у нас ротный говорил спецназу, голова нужна не для того, чтобы об нее кирпичи бить, а для того, чтобы думать. Вот так. А скажите, пожалуйста, вы бы хотели вот для своих детей, для будущего поколения своего, чтобы они тоже пошли по вашим стопам? Да. Да. То есть для вас это было бы таким логичным, да, продолжением вашей Да, традиции. традиции, да? Вот, если у десантника сын родился, это второй десантник в семье. Вот так рождается. Даже несмотря на то, что он еще маленький, он уже Да. Да. в душе десантник, Вот да? каждый год все, кто родился сын, да, все берут сыновей, дочерей даже берут. Все десантники с детьми. Вот это гордость. Смотришь на детей, они вот на десантников смотрят и вообще радуются, и как будто тоже хотят вот ими стать. Ребят, ну сегодня у вас активная будет программа, да? Вот лично каждый из вас во всех мероприятиях, вы же везде-то успеть не можете, да? Вот мероприятие, которое сегодня вы считаете для себя таким самым обязательным, куда вы обязательно должны прийти, да? Для себя обязательно эта встреча наша в 10 часов. Она будет на площади Победы, возложение цветов. Ну и затем непосредственно уже акции, развоз подарков малоимущим. И сегодня нам вот в военкомате общий сбор будет в 11 часов. Там всех десантников, которые, ну, то всех поздравлять будут. И с Днем ВДВ это, ну, сейчас, как его, пандемия стоит, прыжков не будет. Обычно мы по парашютам 2 августа, это честь. Постоянно прыгали парашютом. А вот в копилке у вас сколько прыжков с парашютом? У меня 7. 7, а у вас? 15. 15. Вот такие замечательные гости у нас сегодня. Прям я предлагаю вам, пользуясь случаем, поздравить всех своих друзей. Ну, мы хотим поздравить всех десантников по России с Днем ВДВ. Ребята, главное здоровье, никогда не падать духом и счастье семьям. Также хочется поздравить ребят, всех десантников, разведчиков, не только парней, но и девушек, которые сейчас у нас в погонах, также с голубыми беретами на головах. Девчонки, мы гордимся вами. Спасибо, что вы есть в нашей жизни. Ну и также вторые половинки наших ВДВ, ребят, кто служил в ВДВ, потому что ребята, которые служат в ВДВ, ну, вот, служат вообще в армии, они прекрасно понимают, для чего это все нужно, необходимо для продолжения нашего как бы рода, существования, правильно, на земле, чтобы мир был. Поэтому за девчонок, за наших, их тоже поздравить. Они немало сделали для этого праздника. Да. Спасибо вам. Ну, и мы присоединяемся также к вашим поздравлениям. Ну, а лично вам желаем, конечно же, как вы сказали правильно, здоровья. Спасибо вам за благие дела, которые вы совершаете. Ну и берегите тот самый голубой берет. И самое главное, берегите то, что хранит в себе тот самый головой. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем утренний эфир.
В годы Великой Отечественной войны алданцы и предприятия района внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. 7 алданцев удостоены высокого звания Герой Советского Союза. В тылу также ковали победу. За годы войны алданцы добыли и сдали государству более 15 тонн золота. Внесли в фонд обороны более 5 миллионов рублей, 28 килограммов драгоценностей, более 44 тысяч теплых вещей для Красной Армии. 117 алданцев награждены орденами и медалями за героический труд. Самоотверженность алданских тружеников служит для нас примером настоящего патриотизма. Дорогие земляки, Золотой Алдан по праву заслуживает звания «Город трудовой доблести». Для этого нам с вами нужно собрать 200 тысяч голосов. Поддержим золотой город, первенца промышленности Якутии. Поддержим малую родину, которая согревает сердца алданцев, где бы они ни находились. Голосуем вместе на сайте трудовойалдан.ру. Мы победили тогда, мы победим и сегодня. До 15 августа идет общероссийский конкурс за звание «Город трудовой доблести». Звание города трудовой доблести в истории славного Алдана станет достойным подарком к столетию якутской промышленности. Всех жителей Якутии мы призываем поддержать инициативу о присвоении Алдану высокого звания и проголосовать. Легко это сделать можно будет на сайте трудовойалдан.ру. На сегодняшний день инициативу поддержали 7585 человек, а набрать необходимо 200 тысяч. Голосование пройдет, напоминаем еще раз, до 15 августа. Давайте проявим активность, покажем, насколько сплоченны мы, якутяне, и, конечно же, отдадим свой голос за город Алдан. Напоминаем вам, что голосование пройдет до 15 августа. Ну и, конечно, сегодняшний наш утренний эфир мы продолжим с нашей любимой рубрикой «Советы юриста». Ведь практически каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с кредитами, будь то небольшой кредит на бытовую технику, либо ипотека. Но зачастую, практически всегда, сумма, которая отображается на документах, она чуть больше той самой стартовой. Да? Увеличивается она, конечно же, за счет той самой страховки. Законно ли банкам навязывать страховку и в каких случаях от нее можно отказаться? Доброе утро. Сегодня мы поговорим о страховании при оформлении кредитов. Нужно понимать, что есть два вида страхования. Это обязательное и, так скажем, добровольное, то есть необязательное. К обязательному страхованию является страхование имущества, которое передается, получается, в залог банка. Это у нас ипотечное кредитование и автокредит. То есть здесь законом установлено обязательное кредитование, без этого невозможно оформить суду. Банк просто может отказать, он имеет на это право. Что касается необязательных видов страхования, страхования жизни, здоровья, трудоспособности, титула и иных рисков, которые возникают у кредитора в момент оформления суда. Как отказаться от страховки? От страховки, согласно действующего законодательства, можно отказаться в течение 14 дней. Если вы успели в 14-дневный срок и страховка не начала действовать, вам вернут полную стоимость страхования. Если вы обратились позже, то есть уже истекли 14 дней, нужно посмотреть, какой период охлаждения указан в договоре. То есть нужно внимательно ознакомиться. Стандартно это 14 дней, но в договоре может прописан больший период. Если страховка начала действовать, то будет произведен перерасчет. То есть посчитают количество дней, когда страховка действовала, эту сумму учтут и вам предоставят разницу. В том случае, если вы уложились в сроки, надлежащим образом оформили заявление, направили его почтой или обратились лично в страховую компанию, то не получили ответа в течение разумного срока, в данном случае, скорее всего, с учетом получения по почте, потому что зачастую страховые компании находятся в другом регионе, нужно учитывать срок получения или срок доставки на адрес расположения страховой компании. Вам не ответили, это равносильно отказу. В этом случае вы можете обратиться в Центробанк о нарушении порядка страхования, вы можете обратиться в Роспотребнадзор как физическое лицо о том, что нарушены ваши права.
Или можете обратиться в судебном порядке о взыскании, то есть о расторжении договора страхования и взыскании денежных средств, уплаченных за страховку. Подтверждая, что вы надлежащим образом установленные договором сроки обратились о расторжении договора, предложить, соответственно, квитанцию направления, если это было почтой. Если вы сдаете заявление нарочно, пожалуйста, озаботьтесь тем, что на вашем экземпляре должна стоять печать с входящим номером, когда, получается, страховой компанией получено ваше заявление. Это очень важно, от этого срока зависит и подтверждение сроков, что вы своевременно обратились, и также, если вы не своевременно обратились, страховка начала уже действовать, от этого будет зависеть расчет, на какой период она действовала и какую сумму вы в итоге получите. Доброе утро! Еще вновь хотим пожелать тем, кто только-только проснулся и, возможно, только сейчас находится у экранов своих телевизоров. Мы напоминаем вам о том, что вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Началась новая рабочая неделя, и мы призываем всех телезрителей быть активными. Пишите нам на телефон номера, который вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Также у нас существует активная рабочая инстаграм-страничка. Неделя впереди. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пишите нам, мы обязательно с вами свяжемся. Ну что ж, мы продолжаем эфир, и самое время перейти вновь к новостному блоку. Слово Кристине Якуповой. Россияне, получившие первый дальневосточный гектар, могут претендовать на второй. Так, за 5 лет безвозмездного пользования необходимо выполнить хотя бы одно из условий – вложить в участок 30 и более тысяч рублей, получить от деятельности на нем не меньший доход или начать строить любое здание. Также россияне смогут получить в бесплатное пользование землю в сухопутной зоне Арктики. Гектары предоставляют в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком округах, а также в ряде районов Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии. На первом этапе до 1 февраля 2022 года в программе могут участвовать только местные жители, те, у кого есть регистрация в перечисленных регионах. На краснодарских курортах с августа смогут отдохнуть только привитые от COVID-19 туристы. В гостинице, отели, санатории и пансионаты необходимо предоставить документ, подтверждающий перенесенное заболевание, из личного кабинета на портале госуслуг, сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Исключение составляют только те, кому делать прививку от коронавируса запрещено по медицинским показателям. Кроме того, власти Кубани разрешили принимать на курортах туристов с отрицательным ПЦР-тестом. В России пересчитают диких зверей и птиц, редких животных будут включать в Красную книгу или, наоборот, вычеркивать оттуда только на основании данных государственного учета и опубликованных научных исследований. Прежде чем сделать неприкасаемыми зверей, на которых разрешена охота, обязательно будут учитывать естественные колебания их численности и ареал. На этом у меня вся информация. Коллеги, передаю вам слово. Еще раз спасибо, Кристина. Ну а мы продолжаем. Историю государства, города или отдельной семьи всегда интересно рассматривать сквозь призму истории сохранившихся вещей. Порой вещи могут рассказать нам о владельце очень много, и эти рассказы бывают крайне интересны. Вашему вниманию сегодня мы хотим предложить книгу из фондов редких и ценных изданий научно-исследовательского центра книжных памятников. Перед вами книга Сокольникова Константина Алексеевича, изданная в 1925 году в латинской графике. Внешне ничем не примечательная, небольшого формата книжка привлекает наше внимание записями и пометами, оставленными на своих страницах. Так, вот на свободной части форзацного листа можно увидеть запись Бурцева, вот, синим карандашом написано: «Изъять всюду, согласно приказа от 22 апреля 1941 года». Ниже другая запись от того же Бурцева: «Подлежит немедленному изъятию согласно приказа от 23 мая 1942 года».
Так, сухим канцелярским языком и цензурой была решена дальнейшая судьба книги, и значит, ее автор был уже под следствием и арестован. Так кем же был автор, как сложилась его дальнейшая судьба? Из книг и материалов, основанных на рассекреченных документах 30-х годов, узнаем, что Сокольников был участником гражданской войны, был ярым сторонником революции и красного режима в Якутии. Дважды попадал в тюрьмы, считался приверженцем анархических идей. Для некоторых читателей станет впервые, возможно, известен и тот факт, что Сокольников еще известен и как единственный обвинитель и доносчик на одного из основоположников якутской литературы, анимпадиста Ивановича Сафронова-Лампа. Сам же Сокольников был арестован 26 января 1938 года и особым совещанием при НКВД СССР был приговорен на 5 лет в исправительно-трудовом лагере, реабилитирован в 1956 году. Дальнейшая его судьба неизвестна. Сегодня эту небольшую книгу с ее историей сломанных людских судеб можно воспринимать как символ своего времени. Она хранится в фонде научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Книжные памятники у нас как бы по нашим правилам, мы их вот именно физический экземпляр не выдаем, но электронная копия у нас она хранится в электронной библиотеке через сайт нашей национальной библиотеки. От новостей земных переходим к сообщениям от звезд. Что же готовят нам звезды на этой неделе, узнаем прямо сейчас в рубрике «Гороскоп». Овны – неделя постоянного беспокойства. В денежных, да и в любых других делах все это время зависит от случая, который на самом деле не так уж и случайен. Могут быть первые успехи в новой для вас деятельности, особенно организационной. Вторая половина недели несет снижение коммуникабельности, способствует работе в уединении. На этой неделе тельцам рекомендуется проводить больше времени наедине с собой. Этот период располагает к одиночеству и самоанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социальную активность. Займитесь творчеством или отправляйтесь в путешествия. Также этот период благоприятен для оздоровительных процедур. Близнецы. Кто-то может попросить вас об услуге, требующей такой вовлеченности, которая окажется вам не под силам. Солнце заставит всех льнуть к вам и ждать вашей помощи. Давайте хорошие советы, разрешайте споры, но не лезьте не в свое дело. На работе не упустите возможность представить свои навыки и взгляды широкой аудитории. Раки. Вы будете жизнерадостными и понимающими, потому что начнете больше и лучше заботиться о себе. На работе обойдется без трудностей. Предложение, связанное с обучением, может стать шансом начать новую главу в карьере. Львы. Пришло время для больших вызовов и реализации сложных проектов. Не убегайте от новых задач, не откладывайте важные дела на потом, потому что сейчас будет решаться судьба вашей карьеры и профессионального положения. В выходные планеты будут благоприятствовать исключительным свиданиям. Люди, состоящие в браке, убедят своего партнера решиться на желаемые изменения. Вас ждут сюрпризы, но приятные. Не бойтесь перемен к лучшему. Девы, отбросьте ненужные правила и внесите в свою жизнь немного позитивной суматохи. Запишитесь на интересный курс или займитесь спортом и оставьте рутину в прошлом. Удача сопутствует вам на этой неделе, а большое количество энергии подтолкнет к действиям. Вы будете искать возможности для обучения, легко познакомитесь с интересными людьми. На работе события будут развиваться в спокойном темпе. Множество разговоров и приглашений на социальные встречи оставят мало времени на домашние дела. Весы. Все у вас получится, и ваши амбициозные планы будут реализованы так быстро, как вы этого пожелаете. То, от чего вам пришлось отказаться в прошлом, теперь окажется достижимым. Не стоит лениться или услышать советы людей, которые не верят в ваши способности или обвиняют вас в отсутствии настойчивости. Если жаждете бурного флирта, оглянитесь вокруг.
Скорпионы, вы будете очень оптимистично смотреть на жизнь. Все сложится так, как вы хотите, если только в личной жизни вы доверитесь интуиции. Хотя неделя прогнозируется спокойной и успешной, в выходные вероятны дополнительные дела. Возможно, некоторые профессиональные планы придется обсудить с коллегами. Постарайтесь не упустить хорошую идею. Стрельцы, социальные вопросы отнимут у вас очень много времени, что вы сможете пренебречь некоторыми своими обязанностями. Вам будет трудно освободиться от знакомых, которые увидят в вас идеального советчика и друга. На работе проявляйте осторожность и не доверяйте свои дела людям, которые вас уже однажды подвели. Козероги, мир снова начнет вам нравиться, проблемы окажутся меньше, чем вы ожидали. Вы по достоинству оцените помощь, оказанную вам друзьями. Обретете большую уверенность в собственных умениях и способностях. Это хорошая неделя для начала отпускных путешествий, если таковых еще не было. Покупки и поездки тоже обещают быть успешными. Водолеи, вас ждут дополнительные обязанности, но не волнуйтесь, потому что за ними последуют деньги. Вы будете организовывать время других людей и распределять задачи, получите больше влияния и власти. Если вы ищете лучшую работу, возьмите дело в свои руки и атакуйте работодателя мечты. Рыбы, вы разберетесь с хаосом, наверстаете упущенное, будете уверенно и прочно стоять на земле. Позаботьтесь о своих деньгах, так как неделя благоприятна для разумных инвестиций. На работе можно поговорить о повышении зарплаты и ценить свои навыки немного больше, чем раньше. Однако некоторые вещи могут затягиваться и откладываться. Не беспокойтесь об этом и под конец недели позвольте себе больше свободы и отдыха. Нет ничего лучше, чем зимним с таким холодным вечером взять чашечку чая, согреться, а еще лучше бы это сделать с вареньем. Допустим, с вареньем из черной смородины. Черная смородина – это кладезь полезных элементов и витаминов. Ну а для того, чтобы это варенье было вкусным, нужно ее правильно вырастить. А как, узнаем сейчас. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня я хочу поговорить с вами о черной смородине. И на первом месте в Якутии, я думаю, что сорт якутская, выведенная Марией Алексеевной Чертковой, селекционером нашим. И она удовлетворяет всех садоводов. Из года в год ее выращивают. Она приносит большие урожаи. Она практически не болеет. Она очень урожайная, очень вкусная. У нее вот отросток от цветоноса маленький. И поэтому она годится и как в сыром виде есть ее, и также в вареньях она. Вот у нас эта черная смородина 25 лет на одном месте. Весной, после схода снега, один раз просто дам полное комплексное удобрение, совсем понемножку. Получается, по 1,5 ложки вокруг куста. Один раз. Вот, весной ранней. Это, значит, чтобы там был азот, калий и фосфор. Потом снег сходит, начинает вегетация у нее откроется, когда можно ее еще подкормить, как мы делаем все. У нас в Якутии очень хорошие удобрения. Это навозы наши свежие или перезимовавшие навозы. Нужно водой залить их неделю, если свежие, то 10 дней подержать. И, конечно, зеленая масса. И вот таким раствором 1 литр на 10 литров воды и золы. Добавить туда, допустим, 1,5 стакана, все это размешать. И тоже под каждый куст по 1 ведру. Вот все, что ей требуется. Ягоды крупные. Вот этот побег, он 2-3-летний. Побег был, сам вырос. Он дал хороший прирост вот на будущий год. Вот какой прирост нынче дал. Это первого года побеги. Он на будущий год будет уже в ягодах. А срезать нужно все старые ветки. Когда все старые срежем ветки, растение будет себя хорошо чувствовать, не будет отдавать силы ему. Вот, например, остался очень старый. Видите, он не дал прирост, вообще не дал, старый побег. Вот его надо было срезать. Черная смородина немножко боится жары, конечно.
И многие, я знаю, что ее укрывают во время жары. Я утром, еще до жары, до наступления жары, я ее обливаю струей воды, и вот это влажное на ней мокрое остается, и она как бы даже отсюда впитывает влагу и жару переносит. Если жара, дождей совсем нет, то хотя бы раз в неделю немножко ее надо полить, но по пол-ведра. Я тоже струей вот оттуда поливаю. Уважаемые дачники, я всем желаю удачи. И чтобы вы сохраняли память о Марии Алексеевне, о ее детище, вот о таком, о котором знают в России. Вот, с приусадебного участка, с приусадебного хозяйства журнала интересовались всегда этим сортом. И всем-всем удачи! С 1 сентября в Якутске начнет действовать так называемая Пушкинская карта. Это специальный билет, по которому молодежь республики сможет бесплатно посещать различные учреждения культуры. О том, как стать участником программы, где приобрести эту карту и как воспользоваться, расскажет нам сегодня наш утренний гость, первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин. Владислав Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, что же за проект такой «Пушкинская карта», на кого он рассчитан и где и как можно получить ту самую карту? Ну, это федеральный проект, он будет выдаваться не только тем, кто живет в Якутии, он будет работать на территории всей страны, и надо сказать, что аналогов такому проекту нет. Вы знаете, что этот проект поддержал Владимир Владимирович Путин во время своего последнего эфира, и действительно вот система обещает стать такой вообще уникальной не только для нашей страны, вообще во всем мире. Предполагается, что каждый гражданин России от 14 до 22 лет может получить эту карту. Возможно, получение этой карты будет организовано через систему госуслуги, электронное приложение госуслуги, которое очень удобное и достаточно просто для реализации своих возможностей. И предполагается, что в течение 2021 года, с 1 сентября до конца года, все, кто подходит под эту категорию от 14 до 22 лет, а это более 13 миллионов человек в нашей стране, они смогут получить, оформить такую карту. А смогут ли именно молодежь посещать практически все государственные учреждения именно культуры, либо будет ограниченный какой-то определенный список? Да, есть ограниченный список. У нас туда уже, мы ведем работу по 4 нашим республиканским учреждениям культуры. Это Русский драматический театр имени Пушкина, Театр оперы и балета, Государственная филармония и музейный комплекс «Россия. Моя история». Это связано с тем, что учреждения должны тоже выполнить определенный перечень требований. Они должны пользоваться системами электронных билетов, то есть они должны иметь возможность продажи электронных билетов. И они должны размещать свои мероприятия, анонсы мероприятий на федеральном портале про культуру РФ. Это достаточно такая удобная система, тоже такая афиша всех мероприятий, которые проходят в стране. И также при Министерстве культуры создан сейчас экспертный совет при нашем Министерстве культуры. Мы будем, получается, определять те учреждения, которые войдут в этот список. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы учреждения, для них это такая дополнительная тоже возможность привлечения финансов, стала системой наращивания репертуара именно для подростковой молодежной аудитории. А эта аудитория достаточно требовательная сейчас, пользуется современными средствами, нужно опять же находить какие-то новые маркетинговые ходы, и наши учреждения должны наращивать такие свои, скажем, способности. Тогда возникает следующий вопрос. Будет ли возможность другим-то людям посещать, или же все-таки наши студенты будут активны, и, допустим, премьера какого-то спектакля и полный зал — это лишь та самая категория ребят, или все-таки будет как-то ограничено, то есть там в определенные дни или в определенное время, когда могут ребята с Пушкинской картой посещать? Видимо, ограничиваться не будет, но надо сказать, что ресурсы этой карты не безграничны. До конца 2021 года там будет 3000 рублей, потом ежегодно по 5000 рублей будут туда, скажем, закладываться. Но сейчас билеты достаточно дорогие, премьерные спектакли не менее 500 рублей. Потом, опять же, этой картой можно воспользоваться не только в нашей республике, но и в других регионах, и в центральных городах. Допустим, в Большом театре билет купить, там не менее 8000 рублей в среднем. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы как раз-таки эта аудитория
как одна из таких, скажем, социально незащищенных, могла получить дополнительные возможности для посещения учреждений. И, ну, надо сказать, что, конечно, вот удержать эту аудиторию наиболее сложно, поскольку у нас есть отдельный репертуар для совсем маленьких, для детей, есть для, ну, среднего поколения и уже, ну, как бы возрастных людей, да, а именно молодежь у нас, ну, к сожалению, не всегда активно посещает, ну, вот качественные культурные мероприятия. А возможно ли будет, значит, использовать такую карту в других городах? Или она будет действовать Да. только на территории Якутии? Да, она вот как раз-таки дает возможность посещать учреждения в других городах, в других регионах и в столицах нашей республики, нашей страны. А скажите, пожалуйста, а планируется ли включение в эту программу некоммерческих организаций? Да, планируется и включение и государственных, и региональных, и некоммерческих организаций, и коммерческих организаций. Вот перечень тех учреждений, которые будут туда попадать, будет определять экспертный совет. Вот так, да? Ну и все, спасибо большое, Владислав Валерьевич. Мы надеемся, конечно, что Пушкинская карта, значит, все-таки плавно войдет, да, в жизнь нашей молодежи Якутии, и, конечно, будет приносить свои плоды. Спасибо большое, мы желаем вам хорошего дня. Спасибо. Ну и в этом году, кто, возможно, не сумел уехать в отпуска на побережье, могут заняться активными развлечениями и на территории нашей республики. Мой коллега узнал, что же такое питбайк. Те, кто говорит, что в Якутске летом делать нечего, на самом деле просто не умеют искать себе развлечения. Мы постарались, поискали и нашли. Пожалуйста, питбайки. Техника питбайк отличается от мотоцикла в первую очередь своими размерами. Это мини-мотоцикл с меньшим диаметром колес, предназначенный именно для начинающих. То есть на нем удобная посадка, для невысокого роста людей замечательно подходит для начала. Мы рекомендуем рост райдера более 150 сантиметров, и возраст может начинаться с любого абсолютно, потому что, в принципе, и профессиональные мотогонщики начинают заниматься прям совсем с малых лет. Тут зависит только от роста, чтобы было комфортно именно сидеть на мотоцикле. Примечательно, что для управления питбайком не нужны водительские права, так как они относятся к спорт-инвентарю, а катание происходит в специально отведенном месте, вдали от дорог общего пользования. Главное – внимательно слушать инструктаж и не забывать о защитной экипировке. Мотоэкипировка состоит из моточерепахи, наколенников и шлема. Это основные элементы защиты. Далее мы используем одноразовые подшлемники, вот такие у нас балаклавы. Они закрывают лицо для того, чтобы шлем было безопасно одевать, то есть и было комфортно по санитарным нормам по всем. Используются одноразовые перчатки. Шлем у нас оберегает голову от ушибов, травм и всего остального. Имеет также визор для того, чтобы пыль, грязь нам не попадала в глаза, на лицо. Вот. А моточерепаха защищает грудь, локти и плечи. Также спина у нас защищена, позвоночник, то есть и часть копчика защищены. Мы рекомендуем одевать полноценные штаны из плотной хорошей ткани, потому что это более безопасно, так как мотоцикл имеет нагревающие элементы, такие как глушитель, двигатель, и можно обжечься. Примерно 80% райдеров, которые приезжают покататься на питбайках, не имеют опыта вождения ни мотоциклов, ни автомобилей. Но спустя 20-30 минут практики под присмотром опытных инструкторов они уже могут самостоятельно управлять